С момента избрания Олега Михайлова депутатом Госдумы прошло уже больше месяца. Однако его полномочия в качестве руководителя региональной фракции КПРФ пока никому не переданы. Мнения о том, кто же должен занять место Михайлова, разнятся. Некоторые сторонники коммунистической партии считают, что он продвигает к верхам своих людей. Обвинение Олега Михайлова в антипартийной активности от сторонника КПРФ Леонида Ларичева появилось в интернете неделю назад. О сомнениях в верности лидера коммунистов к родной фракции Ларичев написал на личной странице ВКонтакте. На его костюмах всегда висел знак некоего трехцветного щита вместо знака КПРФ. На его стримах всегда фоном этот же знак, но не партийный. Почему никто не задавался этим вопросом? Наблюдая за таким поведением, невольно встает вопрос о его партийности и чьи интересы он представляет в Госдуме России. Активно политическая карьера Михайлова начала развиваться в 2014-м. Тогда он занял пост секретаря Коми республиканского отделения КПРФ. А годом позже еще и депутата Госсовета Коми. Резкий взлет и выход за пределы республики случился в этом году. В сентябре по результатам выборов Олег Михайлов был избран в Госдуму. Мандат депутата Госсовета Коми остался свободным, и в конце октября на основании бюро комитета партии его передали Виктору Воробьеву. Кроме того, есть вероятность, что именно Воробьев займет место и руководителя коммунистической фракции в Коми, что, по словам некоторых коммунистов, в том числе и активного сторонника Ларичева, вызвало бурю негодования среди партийных коллег. Он воспользовался своим, скажем так, статусом уже избранного депутата Госдумы и стал диктовать свои условия и свое видение того, кто должен заменить его место. Это что за передача мандата по какому-то личному желанию? Впрочем, окончательное решение по выбору руководителя региональной партии принимает все то же бюро. Воробьев от комментирования сложившейся ситуации отказался, сообщив лишь, что фракция сама объявит о результатах выбора руководства. Комментировать внутренние процессы принятия решений я считаю неуместным. В ближайшее время будет принято ряд кадровых решений, о них будет объявлено. Сам же Олег Михайлов давать комментарии как о возможном избрании Воробьева, так и о высказываниях Леонида Ларичева нашему телеканалу отказался.